Мигранты. Судьба людей, отправившихся на заработки в другие страны, в большинстве случаев складывается непросто. Они оказываются в новой для себя среде со своими правилами и законами. В незнакомом государстве также непросто найти хорошую работу и, наверное, еще сложнее устроить свой быт. И этим нередко пользуются мошенники. Причем в последнее время все чаще наши мигранты в России становятся жертвами своих же соотечественников. Сегодня это тема программы «Маселе» на канале Ош Перим. Здравствуйте. И на прямой связи с нашей студией из Москвы директор Фонда содействия трудовым мигрантам, общественный советник посла Кыргызстана в России Тимур Саралаев. Я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Кирилл. Спасибо за то, что нашли время в своем плотном графике ответить на наши вопросы. Ну а для начала мы посмотрим небольшой сюжет. Они едут на заработки на свой страх и риск, зачастую даже не зная, где и кем будут трудиться, где им придется ночевать. Выкручиваются из ситуации уже на месте. В большинстве случаев проблемы начинаются сразу, как из-за незнания законов, так и собственных прав. Поиски жилья в крупных мегаполисах – это одна из самых непростых задач, и очень часто мигранты новой волны попадаются на уловки мошенников, а в их числе нередко оказываются соотечественники. Всем привет! Я живу в Москве, мы решили с подругой снять комнату. Нашли в кыргызских сайтах, наших самых популярных здесь. И знаете, что меня очень сильно удивило? Сколько развелось мошенников? Как так можно? Сейчас тоже я приехала посмотреть один вариант, где я должна перекинуть на карточку 1000 либо 2000 рублей и так далее и тому подобное. Зачем? Зачем вы так делаете? Почему на чужбине вместо того, чтобы поддерживать друг друга, почему вы обманываете? Вы же прекрасно знаете, что от хорошей жизни сюда никто не приезжает, что здесь все зарплату получают раз либо 2 раза в месяц, жрут макароны, которые стоят 11 рублей, отправляют, не знаю, деньги своим детям, родным, кто-то из них болеет, кто-то очень-очень в плохом, тяжелом состоянии, а вы просто берете и вот этим всем пользуетесь. Ну, я просто в шоке. Как так можно? Как? Я не понимаю просто. А это уже другой случай, произошедший в Москве. Его удостоили вниманием даже на главном канале Кыргызстана. Организаторы обещали устроить в столице России большой концерт для представителей диаспоры, где бы выступили лучшие артисты и юмористы из Кыргызстана. Деньги со зрителей собрали, но шоу-программа в Крокус-Сити так и не состоялась. Мошенники оприходовали 6 миллионов рублей. В центре кадра в платье с розовым отливом Айдина Турдубаева. В Кыргызстане она была приговорена к длительному сроку заключения за аферу с жильем. Ей дали 17 лет колонии, но непонятно почему выпустили значительно раньше срока. По некоторым данным, Турдубаева имеет гражданство России. После освобождения она отправилась на промысел в Москву. Информационный портал, который опубликовал эти сведения, призывает земляков, находящихся в России, опасаться контактов с этой женщиной. И это только те факты, которые лежат на поверхности. Статистику преступлений, совершенных против мигрантов, вести очень сложно, так как некоторые из них находятся на нелегальном положении и за помощью никуда не обращаются. Сегодня это тема программы «Маселе». Тимур, как часто в руководимый вами фонд обращаются мигранты из Кыргызстана и какая помощь требуется им в первую очередь? Чаще всего это касается вопросов, то есть проблем, прежде всего взаимоотношений наших трудовых мигрантов с органами власти Российской Федерации. И это прежде всего какие-то сложные обстоятельства, связанные с полицией, иногда неправомерными действиями сотрудников полиции бывает, когда они превышают свои полномочия, да? И необоснованные действия со стороны полиции бывают в отношении наших граждан. Иногда бывает так, что не все, к сожалению, наши соотечественники, которые находятся в Москве и трудятся здесь, полноценно владеют русским языком. Они просто не могут объясниться. И, возможно, пользуясь и понимая их ограниченность в языковом плане, некоторые, допустим, сотрудники полиции могут свои полномочия превысить, да?
и, не объясняя причин, могут забрать документы. Такие случаи редки, но иногда они бывают, к сожалению. Вот иногда вот по таким вот вопросам обращаются. Обращаются по вопросам вывоза груза 200. К сожалению, за весь период работы мной здесь, в Москве, я где-то 6 или 7 грузов 200 помог вывести из России. Я бы не сказал, что это приятная работа, но приходится этим тоже заниматься. Но эти вопросы касательно груза 200, это прежде всего совместно с посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации делается. Самостоятельно фонд эти вопросы не сможет решить. Отмечается ли рост преступлений в отношении мигрантов именно со стороны находящихся в России соотечественников? И какая работа проводится по предупреждению таких неправомерных действий? Роста или понижения количества преступлений, совершенных нашими мигрантами, не имея конкретных цифр, я ничего не могу утверждать. На этот вопрос, наверное, все-таки ответят более конкретно соответствующие органы. Но, по моему мнению, к сожалению, преступления, совершенные нашими гражданами на территории России, они были, есть, к сожалению. Они в большинстве случаев бытового характера. И нередки случаи, к огромному сожалению, нередки случаи, когда совершают преступления кыргызстанцы в отношении своих же соотечественников. Это чаще всего связанные с мошенническими действиями. Это введение в заблуждение по аренде недвижимости, по организации какой-то работы, по оформлению фиктивных документов, например, регистрация по месту жительства, да, фальсификация иных разрешительных документов, начиная от медицинской страховки, заканчивая там вплоть до водительских прав и паспортов. Здесь, к сожалению, в Российской Федерации, особенно в Москве, во многих местах есть группы, которые занимаются качественным изготовлением фальшивых паспортов не только Кыргызстана, но и Таджикистана, но и других стран. Поэтому и водительские права. И иногда наши соотечественники в силу определенных субъективных и объективных причин, возможно, даже и не за незнание, идут на поводу у мошенников и становятся соучастниками, допустим, таких вот преступлений. В итоге они привлекаются не только к административной ответственности, к уголовной ответственности. Очень много людей, которые попадают из-за наших же мошенников, которые орудуют в России, в Москве в том числе, попадают в черные списки и потом депортируются. А что вы можете сказать по нашумевшему случаю, когда представители диаспоры пригласили на большой концерт в Москве, продали им билеты, но шоу-программа с участием артистов и юмористов из Кыргызстана в Крокус-Сити-Холле так и не состоялась? Получилось так, что все собранные деньги присвоили аферисты. С организаторами несостоявшегося концерта, это женщина, за нее я не могу что-либо говорить, но вы можете посмотреть в интернете, там очень много информации связано с ней, с рядом каких-то уголовных дел. И когда она выходила на меня, я уже знал приблизительно круг ее интересов. Я не хочу ее дискредитировать или какие-то там нелицеприятные вещи в ее адрес говорить, но я постарался держаться от нее подальше, и многих моих
коллег и моих знакомых, и в том числе посольство я предупредил о ее репутации, и поэтому случилось то, что должно было случиться, к сожалению. А вообще, как часто наши мигранты становятся жертвами обмана? Их обманывают, получается, что и работодатели, и теперь свои же земляки. Пользуясь случаем, тоже хочу обратиться к нашим гражданам. Всегда идут на поводу на подозрительно низкостоимых услугах. Допустим, красивые картинки на сайтах, на каких-то других цифровых площадках, красивые картинки квартир и подозрительно низкие цены, это уже должно вызывать массу сомнений. Но несмотря на это, наши соотечественники ведутся на вот такие вот, скажем так, ловушки и отдают деньги, а те потом уже пропадают. Это такой вот налаженный, нехороший, вредный, аферистический, преступный бизнес. А есть какая-то программа по защите мигрантов, куда они могут обратиться в том случае, если в отношении них совершаются некие противоправные действия? Помимо обращений в посольство Кыргызской Республики в России, необходимо еще быть заинтересованным самим и обращаться, конечно, в полицию России, потому что определенные неправомерные действия, если совершаются на территории России, то по праву компетентно этим разбираться прежде всего соответствующие органы Российской Федерации. Какую помощь готов оказать нашим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в России, руководимый вами фонд содействия трудовой миграции? Наш фонд содействия трудовым мигрантам Российской Федерации прежде всего занимается консультированием. В силу ограниченности финансовых возможностей мы не всегда можем помогать материально или оказывать какую-то финансовую поддержку. Наша основная задача по оказанию помощи мигрантам – это прежде всего их сопровождение. Сопровождение не только физическое, но и юридическое, правовое. Это консультация, это налаживание каналов коммуникации с органами России, с посольством Кыргызской Республики, с другими структурами, которые работают по Москве, Московской области и в целом по России. Вот это наша основная задача. Но все эти действия прежде всего направлены на улучшение пребывания наших соотечественников в России. Тимур, спасибо за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо. А в заключении нужно подчеркнуть, что миграция – это, как правило, риск и неопределенность. Но как раз-таки миллионы этих людей, которые вынужденно покинули свою родину, работают в России или других странах, обеспечивают свои семьи, оставшиеся в Кыргызстане. И во многом именно благодаря их вкладу держится наша экономика. Это была программа «Массилия» на канале Ош Пирим. Всего доброго.